Обменяться опытом и поделиться мнениями на межрегиональную конференцию съехались медики из разных регионов России. Актуальные вопросы современной травматологии, нейрохирургии и реабилитации обсуждают врачи из Ингушетии, Башкирии и Москвы. Открывают работу конференции докладом о ранней краниопластике после декомпрессивной трепанации черепа. В качестве транспланта применены титановые пластины. Они всегда чаще всего бывают толщиной 6 мм. Длительность нашей операции в среднем составляет 1,5 часа. При решении вопроса о проведении ранней краниопластики учитывалось общее состояние больного, удовлетворительное состояние, уровень сознания по шкале Кома-Глазго, отсутствие пролоббирования мозга, дефект и воспалительные изменения области послеоперационного рубца. Компьютерная навигация, роботизированная хирургия, трехмерная печать костных имплантов, использование биоматериалов. Современные методы лечения включают в себя широкий спектр технологий и оборудования. Новая технология современная, которая позволяет в какой-то степени даже без участия человека выполнять часть операции. При этом робот он может выполнить определенные этапы операции намного более точно, чем человек. Если говорить о нашем университете, то у нас эти операции были начаты в этом году. Мы провели на данный момент 21 операцию. Но вот буквально недавно это были пробные операции, апробация была оборудования. Сейчас был закуплен как раз робот для проведения данных операций. Инновации позволяют улучшить точность операций, сократить время реабилитации и повысить качество жизни пациентов. В частности, такие инновации активно внедряются во время эндопротезирования крупных суставов. Оперативных вмешательств на крупных суставах резко возрастает. В среднем по стране, насколько я помню, последние статистические данные, в год выполняется порядка 150 тысяч таких операций. И тенденция идет к тому, что увеличивается количество данных операций, связано, скорее всего, с тем, что, во-первых, лучшая выявляемость, более ранняя диагностика данных заболеваний, связанных с крупными суставами. Внедрение подрывных инновационных технологий в медреабилитацию позволяют в короткие сроки увеличить число принятых пациентов без использования высокотехнологичных методов, объясняют в ходе конференции. В зарубежной литературе очень часто говорится о том, что для осуществления медицинской реабилитации необходимы крупные специализированные центры, имеющие несколько узкопрофильных отделений, где должно быть дорогое высокотехнологичное оборудование, так называемое это поддерживающие инновации. Можно здесь как раз посмотреть система Biodex американская для работы с суставами или Локомат для обучения пациента ходьбе. Однако, если есть 10 специалистов в области реабилитации и 10 аппаратов, это все те же 10 вылеченных пациентов, но вылеченных всего лишь за меньшее время, немного меньшими усилиями со стороны специалистов по реабилитации. У этих специалистов есть чему поучиться и затем внедрить это в практику для лечения пациентов у себя на местах. Научно-практическую конференцию организовал Минздрав региона и Ингушский госуниверситет. Отрадно отметить, что по данным профилям у нас впервые проходит научно-практическая конференция. Я думаю, это будет хорошее начало, и мы продолжим работать в данном направлении. Работа конференции продлится 2 дня. В рамках съезда пройдут секции по неотложной травматологии, эндопротезированию крупных суставов, вертебрологии и роботизированной хирургии коленного сустава. Тамара Хашагульгова, Султан Магушков, Магаз 24.